Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам. Вас приветствует Чечен-синдром. Друзья, недавно, листая старые газеты, я наткнулся на одну небольшую статью в газете под названием «Терские ведомости» от 3 сентября 1870 года. Статья мне показалась интересной, я и решил ее вам здесь зачитать. Из Ачхоевского наибства, Чеченского округа. Житель Ходис-Юртовского аула, Турхуш Азан Алиев, утром 8 августа в 1870 году, пошел из дому в поле, косить траву, не имея при себе другого оружия, кроме косы. Пройдя версты 1,5 по Куларской дороге, он своротил направо и шел по тропинке, пролегающей через густой кустарник к реке Гиха, как вдруг, в чаще леса, наткнулся на медведя, который, мгновенно встав на задние ноги, принял оборонительное положение. Турхуш, спешивший на покос, не хотел никакого дела с медведем и потому сказал ему: «Пошел прочь. Мне дорога нужна». Однако, медведь стоял неподвижно. Тогда Турхуш, просунув несколько вперед свою косу, по невозможности махнуть ею, быстро дернул ее к себе, с целью порезать ноги медведю. Но и эта попытка не удалась. Зверь немедленно бросился на Турхуша, вырвал у него косу и, оттолкнув ее в сторону, схватил зубами за руку, пониже локтя. Турхуш, в свою очередь, схватил медведя за глотку и стеснил ему дыхание. Зверь повалил противника на землю, сел на него, ударил по лицу и сделал когтями несколько царапин. Рассерженный Турхуш, не имея возможности освободить свою руку из рта медведя, укусил его за ухо так сильно, что тот мгновенно отскочил в сторону и выпустил руку Турхуша, который, воспользовавшись этим, быстро поднялся на ноги. Но медведь снова напал на Турхуша, а этот опять сдавил ему глотку. Тогда медведь, схватив своего противника, ударил им о землю и, сев на него, стал прислушиваться, а Турхуш, затаив дыхание, притворился мертвым. Видя, что он не шевелится, медведь оттащил его несколько дальше, сунул под большой куст и сам пошел, вероятно, искать пней, чтобы сделать над ним покрышку. Услышав, что медведь ломает дерево довольно далеко, Турхуш встал и убежал в аул. В борьбе с медведем он получил 3 большие, но не опасные раны. Ну а на этом все, друзья. С вами был Чечен-синдром. Если вам было интересно, не забываем про лайк. Всем мира и добра и до новых встреч.